добрый вечер, Сердик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, у меня заказ, я вам говорила, что у меня еще даже 2 заказа, но я не снимала. Вчера практически всю ночь его делала, но на сегодня сейчас отправлю 1 заказ, а второй все-таки нужно отправить только уже завтра. Поэтому сейчас я покажу вам просто, как отправляю и что и как. Так, у меня сейчас, мне нужно сварить вермишель сначала для лагмана. Ну, спагетти просто варится. И вот, как видите, пельмешки мне нужно сейчас быстренько запаковать. Все потихонечку я камеру просто поставлю и будете видеть, как и что. Так, друзья, с этим заказом у нас 4-5 килограмм пельменей. Сейчас, пока у меня варятся спагетти, я быстренько положу пельмешки и взвешу их. Так, мне уже нужно вызывать такси. Так, Ибрагим, вызывай такси доставкой. И Яндери. И это самое. Скажи, что оплата с карты, потому что наличности у меня нет. Холодильник что осталось? Морозилка же что осталось пока? А согрей. Так, хожу, как я хожу, проверь, пожалуйста. Так, друзья, теперь мы будем укладывать салат. Все сварено, да? Хай? Так, салата мне нужно полкило. Так. Так, девочки, сейчас у меня нужно положить тефтели. Тефтели и голубцы. Так, 6. Здесь 6. Так, значит, пока просто разложу. Так, раз. Значит, это у меня пойдет в холодном виде, друзья. Чтобы... Так, 3 на 3. Сейчас пока разложу, а потом уже налью подливу сюда понемножечку. Так, это укропчик. Веточки укропа просто.
раковине. Да-да-да. Так, и, друзья, теперь будем укладывать наш лагман. Дашка, Асханс ачилри фотография хадах кылсын. Да гуляш фотография хадах кылсын. Ну вот, друзья, значит, этот лагман уже готовый, который сейчас они будут есть вместе сразу с лапшой, а это уже отдельно лапша и отдельно лагман. Так, салфетка была где-то. Так, ну вот, это горячее, это холодное. Это все холодное, это горячее и пельмени. Все, это один заказ. Ну и вот мы с Ибрагимом отправили наш заказ без микрофона. Видите, у нас уже такой легкий снежок идет сегодня. Так, провожает Моська и я, да? Так. Не знаю, что из этого будет, но снег идет. Может быть, к утру будет хороший снег. Заказ отправлен, я уже спокойно, друзья. Но, наверное, меня будет очень плохо слышно. Я не забыла, а просто когда отправляем не до микрофона. Ну ладно, пошли. И, друзья, теперь у нас уже второй день. У меня плов готовится на печке. Значит, второй день, второй заказ. Как я сказала, вчера я не смогла его отправить, потому что мои заморозки не очень хорошо заморозились. И теперь мы вместе с вами будем формировать наш заказ. Так, значит, в этом заказе у меня 10 чебуреков. Сейчас мы с вами их запакуем. Мне написали, что, хотя я сама тоже знаю, что я плохо снимаю, написали, что нужно учиться съемкам. Да, вы правы. Когда нет Ибрагима дома, у меня вообще не получается нормально снимать. Так, может быть, по 5 штук их, да?
Вот так вот, 3, 4, 5, все. Нет, тут только 4. А, вот 5. Так, вот, значит. Я просто пока подготовлю, чтобы потом, когда я вызову такси, когда уже будет готовая продукция, чтобы не переживать. Хотя можно было, наверное, и в эти кулечки, ну ладно. Так. Ой, я вас пошатнула. Так видно же, да? Вот они, чебуречки. Может быть, на каникулах Ибрагим мне будет помогать снимать, будем надеяться. Но он сегодня тоже уехал. Каникулы у него начались уже 2 дня тому назад. Но вчера ему позвонили и сказали, что он у нас ведущий у них там. И уехал на репетицию. Так, это теперь, значит, галушки кукурузные. Так. К сожалению, у нас выключили свет, друзья. Только под здание я сразу подключилась. У меня в заказе 10 шингелов с тыквой. Такси я уже вызвала. Так, теперь очередь плова. Мне нужно 2 килограмма плова, друзья. Добавила я приправу от Лали. Очень вкусная, очень такая ароматная. Хочу, чтобы мяса было побольше. Друзья, я не претендую, опять-таки вам скажу, на блюда, которые я готовлю, что это там я правильно делаю. Тот же в Чахохбиле написали, что это неправильно. Тот же плов пишут, что неправильно. Но я не говорю, что это правильно. Я никого не учу готовить по-любому. Значит, вот так вот неправильно я готовлю. Но мои нравятся. Что заказчикам, что у себя дома, друзья. Так, все взвесили. Теперь посыпем зеленью. Наш плов готов. Так, и вот, друзья, еще в этом заказе у нас вот такие вот перцы фаршированные. Как видно, вот. Это не готовые, а замороженные. Вот такие вот замороженные перчики. Так, ну и вот, мои дорогие, значит, какой у нас на сегодня заказ. Я просто отправку показываю вам сегодня, как готовить и что. Я не стала, потому что у нас сегодня 10 раз выключили свет, 10 раз его включили. Значит, что у меня? Полуфабрикаты были сделаны еще вчера общим заказом, но из-за того, что у меня нехорошо прихватились галушки, я вчера не смогла этот заказ отправить, поэтому отправляю сегодня. Значит, что у меня в заказе? 2 килограмма галушек из кукурузной муки, 2 килограмма пельменей, 10 чебуреков, замороженное это все. Также 2 килограмма перцев замороженных, 2 килограмма голубцов замороженных. Тут у нас 10 лепешек с тыквой хангалыш. И тут у нас 2 килограмма плова. Я больше открывать его не буду. Вот такой вот заказ у меня сегодня. Такси вызвала, как я сказала, жду. Потому что погодные условия не позволяют быстро приехать машине. Ой, друзья, смотрите, какая у нас погода.
Вот только что отправила машину. Причем такси мне так и не приехало. Заказ ожидаете. 3-й раз звонят. Ожидайте. Говорят, на дорогах гололед, очень сильно гололедица. И машины прямо стоят на обочинах. Видимо, они не переобулись. У нас же вчера практически как бы лето было. Не переобулись в зимнюю шину. Я перенервничала, друзья, если честно, очень перенервничала, потому что заказ уже час, как у меня оформила, я сделала. 1 час и 10 минут жду такси, представляете? Не знаю, но уже позвала знакомого, через него машину он прислал, отправила свой заказ вот так вот. Вот так вот, друзья, вот как-то так у нас, видите, форс-мажоры какие у меня. Действительно, когда занимаешься вот такими такими, как я занимаюсь делами, нужна машина своя, чтобы я могла быстро сразу же отправить заказ в горячем виде. Тем более я же живу не в Назране, минут 10 нужно ехать до точки, куда отправлять. А сегодня вообще минут 20, если не больше, он будет ехать, потому что гололед. Ну вот такие вот у меня издержки моего производства, можно сказать. Дело в том, что от того, что я хочу выполнять эти заказы, но вижу, что это очень сложно без своей машины. Друзья, вышла просто посмотреть, сколько снега у нас намело, как красиво. Ну, наверное, у людей, кто живет, где много снега, будут удивлены тому, что мы так радуемся снегу. Холодно, но все равно красота такая, друзья. Действительно, представляете, мы снегу радуемся. Все-таки зимой снег — это здорово. Вот такие вот дела, друзья. У меня варится тыква. Мне нужно отправить еще тыкву вареную сегодня в больницу. Захотели девочки. Помните, позавчера я заказ делала? Ой, даже хрустит у нас снег. Как здорово. Делала заказ, где мясо, салат и тыква вареная была. Им очень понравилась тыква. И вот сегодня позвонили мне и попросили прислать вареную тыкву. Вот. Как раз Ибрагим был сегодня в колледже, как я говорила, и на обратном пути привез, но он долго задержался, потому что у нас действительно, говорят, коллапс такой на дорогах. Во-первых, нет даже маршрутных такси, маршруток, которые перевозят пассажиров. Мадина, говорит, тоже звонила. Мама говорит, я столько простояла на остановке домой, когда ехала. Промерзла до ниточки. Нет машин. Из-за того, что вот внезапно у нас выпал снег и неподготовленный мы, представляете? Ну все, я уже замерзла. Я сама уже чуть-чуть прихватила насморк. Видимо, вчера то выходила, то заходила, когда заказы делала. Все, пойдемте теперь. И, наверное, на этой ноте сегодняшний влог я закончу все-таки. Вышла обратно. И, друзья, на этой ноте я свой влог закончу. К сожалению, на мне нет хиджаба. Не могу себя показать. Но всех благ вам, друзья. И спасибо вам огромное за ваши комментарии, за ваши подписки, за все ваши пожелания, за все, что вы для меня делаете. Огромное-огромное вам спасибо. И еще раз, кто не подписан, подписывайте, ставьте лайки. Иногда я сама забываю блогерам ставить лайки, которых смотрю, которых люблю. И вот как-то так сегодня. Всех благ вам.